Я рад сейчас представить спикера, которого зовут Сиауш Салихов. Он является руководителем департамента по работе с корпоративными клиентами банка Алиф. Сиауш, пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости. Спасибо, уважаемые участники. Прежде всего, хочу поблагодарить каждого из вас, искренне поблагодарить, что посетили это мероприятие, вне зависимости от того, какие сегодня у нас погодные условия. Да, над городом есть какая-то злая туча, которая движется с одного конца города в другой, очень много проливая воды, но я так понимаю, что это не преграда посетить сегодняшнее мероприятие. Также хочу отдельно поблагодарить всех организаторов за ваш вклад, за ваш труд. Именно ваша работа позволила нам сегодня встретиться, обсудить важные темы, получить новые знакомства, вдохновить друг друга. Именно поэтому желаю всем провести этот день максимально продуктивно и чтобы он был незабываемым. Спасибо. Меня зовут Сиауш, как отметил Азиз. Я длительное время работаю в Алифе. Я отвечаю за корпоративный бизнес. В пул моих обязанностей входит работа с предпринимателями. Предпринимателями разного формата, разного калибра. Мы предлагаем различные инновационные решения, которые есть у банка. Мы также выслушиваем различные предложения от наших партнеров и способствуем в развитии, способствуем в имплементации их предложений, в запуске каких-либо новых продуктов. И перед этим мероприятием мы с коллегами некоторое время думали, какую же тему подготовить, о чем поговорить, да, возможно, углубиться в блокчейн, возможно, углубиться в интернет-банкинге и так далее. Но пообщавшись с организаторами, мы поняли, что на сессиях будет очень много молодых людей, очень много людей, у которых есть так называемый алови чашм, да, огонь в глазах, которые ищут себя, которые хотят понять вообще, устроиться просто на работу и работать в компании, либо начать свое персональное какое-то дело. И мы решили поделиться с вами базовыми возможностями финансовых технологий, которые можно внедрить абсолютно в любое дело, абсолютно в любой бизнес для получения максимального эффекта. В продуктовом менеджменте есть такая методология, она называется Job to be done. Данная методология позволяет нам отследить эволюцию клиента. То есть мы видим, куда идет клиент, куда он эволюционирует. Если мы уже владельцы бизнеса, мы можем идти в ногу со временем и подстраивать свой бизнес под этого клиента, чтобы удержать его или привлечь нового клиента, которому что-то новое интересно. Если же мы только начинаем бизнес, мы видим, что клиентам определенно нравится какая-то ниша, которую своей ценностью не перекрывает еще ни один бизнес. И таким образом можно начать собственное дело в абсолютно новом, получается, направлении и сегменте. Сегодня наша тема – финансовые технологии в современном предпринимательстве. Давайте поговорим, как я ранее сказал, о том, что можно внедрить в ваш бизнес. Но прежде чем я начну, у меня такой вопрос к аудитории. Кто вообще задумывается о создании какого-либо своего проекта, бизнеса, дела? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично, отлично. А если не секрет, вот вы, как вас зовут? Мехадам, очень приятно. Каким видом деятельности вы хотели бы начать заниматься? Спасибо, Асичу. Я просто хотел открыть свою компанию, IT-компанию. IT-компанию? IT-компанию, да, бизнес и IT. То есть вы будете делать софт для определенных компаний или вы будете делать какое-то решение, которым будут пользоваться конечные пользователи, клиенты? Софт для определенной компании. Отлично, да. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вы девушка? Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нозанин. Я бы хотела открыть свой бизнес именно в сфере медицины. Отлично.
клинику стоматологическую, а также фармацевтическую компанию. Отлично, отлично. Спасибо большое. Получается, будущих предпринимателей в зале очень много. Каждый нацелен открыть и заниматься каким-либо своим бизнесом. Теперь такой вопрос. А какая основная цель предпринимательства? Кто может ответить? Помочь обществу? Зарабатывать деньги. Тогда, если объединить, получается, вот эти два ответа, это дать некую ценность для клиентов и получить прибыль. Да? Спасибо большое, спасибо за ваши ответы. Итак, первым делом, это такие будут, наверное, для кого-то из наших гостей все будет знакомо, для некоторых из наших участников и гостей, я думаю, мы сможем открыть что-то новое. Первое, что должно быть в вашем бизнесе, вне зависимости от того, это фармакология, это медицина, это клиника, это продажа софта, это продажа мобильных телефонов, это работа в сегменте автомоек самообслуживания, АЗС и так далее. Это наличие удобных платежных решений. На банковском языке мы называем это эквайринг, мы его делим на несколько, получается, вариантов. Первый – это прием оплат с платежных карт. Да? На мой взгляд, это самый востребованный по всему миру вид эквайринга. Конечно же, наверное, кроме Таджикистана, да, потому что в Таджикистане с помощью карты очень сложно где-либо оплатить. Но исторически сложилось так, что Таджикистан, не войдя в эпоху карточного эквайринга, он сразу перешел в эпоху использования мобильных приложений и гаджетов. То есть сейчас, да, сложно оплатить картой, но согласитесь, удобно платить смарт-часами, кольцами, браслетами, телефонами, с помощью NFC, с помощью QR-кодов. Было ли у вас такое, что вы заходили в магазин, либо проходили мимо магазина, в который вы хотите зайти, но вы видели, что на кассе все движется очень медленно, большие очереди, вы спешите, вам просто нет желания ждать и стоять в очереди. Вот кто сталкивался с такой? Поднимите руки, пожалуйста. Очень много людей, это такие братья и сестры по боли, у нас одинаковые, получается, в некоторые моменты времени и одинаковая боль. Почему так происходит? Потому что в первую очередь там кассир пробивает товары. Потом он называет сумму. Клиенту надо достать там кошелек, портмоне, посчитать деньги, дать, передать кассиру их, дождаться сдачи. Согласитесь, круто, когда вы заходите в свою любимую кофейню, перед этим вы были, можно сказать, там, в продуктовом магазине, у вас в руках много различных там сеток, да, руки заняты. То есть физически вы никак не можете себе позволить достать портмоне, с этого портмоне достать деньги и даже карту. Поэтому очень удобно зайти в это заведение, заказать там любимый кофе, любимый круассан с собой, достать телефон, быстро отсканировать QR, или если у вас ваш гаджет поддерживает технологию NFC, просто прикоснуться к терминалу, платежи проходят за мгновение, буквально секунда, и вы на выходе с любимым кофе или выпечкой. Это очень удобно. И еще один из вариантов, получается, удобных платежей – это онлайн-оплаты прямо на сайте. Онлайн-оплаты прямо на сайте – это очень крутое решение, потому что в данном случае клиенту не нужно ждать, когда вы выйдете на работу, когда вы решите там, прийти на работу там, в 10 часов или в 12 часов. Да? Вы ни на секунду не теряете время, вы ни на секунду не теряете возможность получения прибыли. Клиент может зайти ночью, клиент может зайти днем, утром, в любое время суток и приобрести товары или услуги, заказать софт, заказать какие-либо лекарства, либо даже записаться на прием, надеюсь, в вашу клинику в будущем. Исходя из этого, о пользе безналичных оплат можно говорить очень много, но мы там выделим такие самые, получается, наверное, можно сказать, простые. Мы ранее говорили, что основная цель в предпринимательстве, одна из целей – это получение прибыли. Соответственно, если мы внедряем инновационные решения для приема безналичных платежей, мы можем
в некоторых из бизнесов начать работу без кассиров, что снижает затраты на персонал. Если мы снижаем затраты на персонал, соответственно, наша прибыль немножечко увеличивается, потому что мы какому-то из сотрудников не будем должны платить зарплату и сэкономим на этом средства. Уменьшается расход на инкассацию наличных средств. Когда бизнес растет, когда много точек, когда много спроса, ежедневно много выручки, любая наличная выручка требует инкассации. То есть вы рано или поздно, переходя из стадии стартапа в серьезный бизнес, будете обращаться к банкам, каким-либо другим агентам, вы будете общаться по поводу инкассации, и инкассация требует тоже денег. Это расход, у каждого из предприятий есть свои тарифы на, получается, развозку наличности. Соответственно, если вы не принимаете наличные, либо вы, конечно же, принимаете наличные, потому что от этого мы уйти не можем, но хотя бы немного дифференцируем, да, у нас есть поток и безнала, и налички. Безналичная оплата в корне, получается, может дать вам возможность отказаться от услуг инкассации. Не нужно беспокоиться о мелких купюрах и сдаче. Возвращаясь к нашей боли. У кого были случаи, когда вы в магазине слышали «Ака, апа, суймайдан адурум, суймайдатен», поднимите руки. Каждый это может услышать. Соответственно, если вы владелец бизнеса, кто пользуется общественным транспортом, да, там часто бывает так, что ты заходишь в общественный транспорт, протягиваешь какую-то там купюру 10-20 саму новую, потому что нет у тебя с утра мелочи. И ты ожидаешь от предпринимателя, что он подготовился к сегодняшнему дню, что у него есть мелкие деньги, монеты для того, чтобы дать сдачи, но он как бы тоже там в такой релаксации вышел на работу и не подготовился заранее. Чтобы подготовиться, вам нужно потратить свое время в поиске мелких купюр. На практике в Таджикистане это работает так, что каждый предприниматель обращается либо в свой обслуживающий банк для того, чтобы банк посодействовал ему и предоставил мелкие купюры, либо монеты. Его вопрос может решиться в течение 3 дней, в течение 5 дней, непонятно когда. В любой момент менеджер может позвонить, сказать, что давайте там бросайте все дела, приезжайте в банк. Самое ценное для предпринимателя – это все-таки, наверное, еще и время. То есть двигаться с одной точки города в другую, либо даже если банковское отделение находится рядом, простоять в очереди, подождать. Это тоже очень накладно. Поэтому, если мы принимаем безналичные оплаты, нам не нужно париться о том, чтобы заранее подготовиться, заранее, получается, там иметь в кассе какую-то наличность. Это также небезопасно, постоянно держать деньги у себя в кассе. Поэтому мы относим это к одному из плюсов в работе по безналу. Ну и мы говорили про продажи в сети интернет. Можно продавать товары и услуги 24/7, без перерывов и выходных. Ну и, наверное, я забыл отметить, что также без какого-либо ограничения в пространстве. То есть вы можете работать в Худжанде, производить обувь, производить технику, производить софт, заниматься производством лекарств и так далее. А потенциальные ваши покупатели будут находиться в Хатлонской области, Горно-Бадахшанской автономной области, либо вообще в другой стране. То есть оплата в сети интернет дает вам всегда продавать свои товары, вне зависимости от того, где находитесь вы и где находится ваш потенциальный клиент. Двигаемся дальше. Когда бизнес растет, очень важно внедрять некоторые платформы, которые будут, во-первых, помогать вам вести бизнес, исполнять, получается, своевременно заказы, ну и мотивировать клиентов на то, чтобы клиенты приходили к вам снова и снова. Для этого нужно использовать CRM-систему. Если вкратце, CRM-система – это некая система управления взаимоотношений с клиентами. То есть
Система, которая помогает выстраивать взаимоотношения между вашим клиентом и вашим бизнесом. Она помогает собирать и хранить данные о клиентах. На самом деле вам нужно знать о клиенте там такую самую базовую информацию. Если мы пока что там только находимся в начале создания бизнеса, либо не так уж долго работаем на рынке, нам нужно хранить контактную информацию клиента. Это хотя бы его имя, его номер телефона, история его покупок, история его визитов, собирать его отзывы, какие-то предложения. Позже мы все это можем, получается, анализировать и каждому клиенту подходить с персонализированным сервисом. То есть мы знали, что наш клиент купил вчера. Мы знаем, какой второстепенный продукт можно продать с тем, что он купил вчера, и поэтому сегодня мы предлагаем именно дополнение к вчерашней покупке. То есть об этом говорить можно очень много, но поэтому я буду так вкратце называть то, что можно делать с этими данными. Не пропускать ни одного заказа. Когда нас уже узнала аудитория, мы работаем, мы собираем заказы по телефону, мы собираем заказы в офлайне, мы собираем лиды в социальных сетях. И если штат небольшой, либо вы все еще работаете один, очень большая вероятность, что вы можете пропустить какой-либо из заказов. Но если у вас есть одна единая платформа, один единый интерфейс, где вы собираете все заказы, 100% гарантия, что вы не забудете ни об одном заказе. Это тоже очень удобная вещь. Выполнять все заказы вовремя. Фармакология. В продаже, получается, софта, в пищевой, получается, в пищевом производстве очень важно, чтобы некоторые либо лекарства, либо торты, там что-то еще были готовы своевременно. То есть у них есть определенный срок годности. Да, если мы говорим о пищевой продукции, о тортах, есть заказчик, у которого там день рождения назначено, точнее, отмечание, да, своего дня рождения назначено на 12 часов дня. Эта система вам даст точные дедлайны, когда вам нужно начать, когда вам нужно закончить этот заказ. С помощью этой системы вы не пропустите этого. То есть, если на продукцию, на производство определенной продукции вам потребуется 3 часа, то за 3,5 часа система даст вам оповещение, что, друг мой, уважаемый владелец, нам нужно начинать готовить следующий заказ. Данная система также может помочь во внедрении и поддержании программы лояльности. То есть о программах лояльности и их видах поговорим на следующих слайдах. Почему именно данная система может в этом помочь? Потому что весь пул информации о клиентах у нас находится в CRM. Именно в CRM мы можем начислять баллы, начислять какие-то бонусы, реальные живые деньги и так далее. Программа лояльности может включать в себя очень много различных вариаций. Мы отметили 4. Это начисление баллов за каждый визит. Условно, вы посещаете, опять же, кофейню, да, у нас вот изначально мы как-то приводим в пример кофейню. Вы посещаете кофейню, ваш клиент посещает кофейню, за каждый потраченный 1 сомони вы начисляете ему 1 балл. По прошествию времени клиент набирает 200 баллов, он имеет возможность в вашем заведении получить бесплатный десерт, либо скидку в 10%. Как думаете, клиент придет снова в ваше заведение? Да? Да? Потому что он мотивирован приходом, у него есть некая такая плюшка, которую он может там обменять, получить что-то бесплатно. Ну и, соответственно, если он приходит к вам в кофейню за получением бесплатного десерта, согласитесь, ну, десерт, конечно, это вкусно, это сладко, но хочется его чем-то запить, да? То есть хотя бы он у вас может приобрести либо кофе, либо чай. А это дополнительная продажа. С этой же продажи клиент дополнительно получает балл, и по прошествию времени он снова будет мотивирован прийти, получается, к вам и что-то купить. Постоянный кэшбэк. Вот в свое время, да и сейчас, Алиф
тоже очень много, получается, делал кэшбэков различных в различных торговых точках. Но нам нужно строго разделить понятие баллов и бонусов и кэшбэка. Баллы и бонусы – это некая валюта, которую можно потратить только в определенном заведении. Да? Это на примере бизнесов, которые есть в Таджикистане и работают с такими, получается, программой лояльности в виде баллов, это «Газпром». Ты получаешь баллы, ты можешь обменять эти баллы только на продукцию в «Газпроме». Пайкар, Йовар и так далее. Кэшбэк – это money back, да? Вы возвращаете часть своих денег обратно. То есть клиент приходит в ваш бизнес, платит 100 сомони, у вас действует 10% кэшбэк по прошествию времени, либо моментально, в зависимости от того, какую финансовую технологию вы используете, 10 сомони обратно возвращается вашему клиенту. Клиенту как бы приятно, что он реально сэкономил деньги, но я все-таки, наверное, не рекомендую использовать постоянно такую лояльность, потому что теряется ценность бизнеса, когда вы постоянно кричите о скидках. Вот сейчас, если вы заметили, на окнах почти каждого магазина написано «Тахфиф пандё фоис», «Тахфиф хафтот фоис». Космические цены, потом пробивается скидка, и вроде бы классно, да, нормальная цена. Мы, конечно, понимаем, что в силу особенностей там местного менталитета люди привыкли торговаться. Так лучше поставьте какую-то небольшую цену, сумму, да, на товар, дайте себе какой-то порог, что можно там делать скидку от 10 до 20%, и просто там торгуйте с клиентами. Либо если у вас очень много товара, от которого нужно, получается, там, так сказать, избавиться, освободить стоки для закупа нового товара, конечно же, можно использовать постоянный кэшбэк, но тоже в рамках разумного, там, от 3 до 5 дней, 10 дней, получается, вы избавляетесь от всей своей старой продукции и закупаетесь новой. Разовый кэшбэк на первую покупку – вот это очень крутая вещь. Допустим, вы открыли новую клинику, да? Пока что люди как бы боятся идти к вам, потому что они привыкли ходить для сдачи, например, анализов в диамет, в гемотест, и открылась ваша клиника. Непонятно, стоит ли пойти к вам или нет. Давайте как-то клиенты думают, проверим, там, стоит ли этой клинике доверять или нет. И вы делаете как раз разовый кэшбэк на первую покупку, да, на первое посещение вашей клиники. Психологически вы даете вашему клиенту возможность меньше потерять денег, воспользоваться вашим сервисом, вашими услугами и протестировать, как вообще все работает, удовлетворительно или нет. Возможно, этот клиент пойдет также сдаст анализы в Диомеде, он также сдаст анализы у вас, потом сопоставит у своего лечащего врача. Если все круто, все окей, его все устраивает, клиент в следующий раз будет готов прийти к вам, но он не будет рассчитывать на кэшбэк на первую покупку. Он будет готов заплатить вам все 100% суммы, потому что один раз вы дали ему возможность с минимальными рисками воспользоваться вашими услугами, вы 100% ответили там его требованиям, он будет вашим клиентом. Особые условия «Счастливые часы», но это, наверное, больше подходит к сегменту кафе и ресторанов. В промежутке, я не скажу, что в клиниках и у других продавцов такого не может быть, но в кафе и ресторанах чаще всего с 2 часов до 5 часов вечера ощущается некий простой. Клиенты уже пообедали, особенно в будние дни, клиенты уже пообедали, клиенты находятся на работе, клиенты, получается, заняты какими-то своими бытовыми делами, но никто не идут в ресторан или кафе, но никто не отменяет того, что за этот промежуток времени с 2 до 5 вам, как владельцу бизнеса, надо платить арендную плату, у вас играет музыка, у вас горит свет, у вас там персонал пользуется, получается, водой. Вам нужно платить по счетам за коммунальные услуги. И чтобы хотя бы как-то... Вам также следует отметить, вам персоналу за это время нужно платить заработную плату, потому что люди находятся на работе.
То, что клиентов нету, это не их забота, это забота бизнеса, забота предпринимателя, как он выстраивает свою стратегию, как он управляет, получается, там, маркетингом для того, чтобы построить, сгенерировать поток клиентов. И если вы в промежутке времени, когда у вас ощущается простой, запустите какие-то там повышенные баллы, бонусы, повышенные кэшбэки, в подарок предоставите какие-то, может быть, десерты, либо в случае с софтом, я не знаю, там, может быть, какой-то дополнительный модуль проработаете, да, там для чего-то. Ну, конечно, софт — это более такая щепетильная тема. Там одним промежутком времени с 2 до 5 все не заканчивается. Там может уйти месяц, а то более на согласование всех условий для проработки каких-то деталей. И возвращаясь, там, получается, к кафе и ресторанам, вы запускаете особые условия в счастливые часы, вы хотя бы отбиваете свои расходы. Да, вы не выходите там в 100% какую-то прибыль, но хотя бы вы можете перекрыть свои косты, свои расходы. Внедрение BNPL также очень такое интересное, своевременное и современное решение. BNPL, Buy Now, Pay Later, или купи сейчас, плати потом. Ну, это сервисы рассрочки. Тут тоже получается рассрочку и кредиты строго надо разделять. Для получения кредита клиенту постоянно надо обращаться в банк, идти там со своим паспортом, с какими-то второстепенными документами, приводить за ручку поручителя и так далее. BNPL работает иначе. Клиент один раз обращается либо к вам, если у вас есть, получается, партнер, какой-либо финансовый институт, либо напрямую финансовый институт, предоставляет некий пакет документов и получает некий кредитный лимит, овердрафт. Ну, допустим, остановимся вот на этих двух, получается, моментах. Если у клиента уже есть определенный одобренный лимит от финансового института, клиент, зайдя в ваше заведение в офлайне либо в онлайне, может моментально позволить себе купить тот или иной товар или воспользоваться услугой. То есть это происходит прямо сейчас. Даже, возможно, клиент может импульсивно что-то купить. Возможно, ему это не надо, но он очень сильно захотел, и он все равно купит. Это плохо? Мы не одобряем такие покупки, но все-таки так работает психология человека. Что с этим поделать? BNPL положительно влияет на увеличение конверсии, так как клиенты реже отказываются от покупки. Да? То есть вот в плане софта, да, вот пример, да, приведу. Молодой человек готов разработать какой-то софт предпринимателю, который будет стоить 10 тысяч сомони, но у предпринимателя, к сожалению, нету такой... Они есть, но у него нету сразу этих денег, чтобы вот прям вытащить из своего оборота и заплатить вам. Но если вы предложите своему клиенту раздробить эти 10 тысяч сомони на 4 равные доли, то есть там каждый месяц по 2500 сомони выплатить вам, точнее, это будет так. Финансовый институт заранее вам выплатит, а клиент будет выплачивать эти 2500 сомони каждый месяц уже вашему финансовому партнеру, да, вот по бизнесу. То, скорее всего, предприниматель пожмет с вами руки, согласится на сделку, тем самым вы не потеряете продажу, и клиент будет очень лоялен к вам. Рост среднего чека в среднем увеличивается на 30%. Это работает так. У вас есть магазин, вы продаете спортивную одежду, к вам приходит клиент, он хочет приобрести кроссовки. Он пришел с бюджетом в 600 сомони. Он выбирает кроссовки, и самое подходящее, что есть, оказывается, стоит 1400 сомони. Он уже по бюджету никак не совпадает с вашими расценками. К сожалению, он раздумывает о том, что либо сегодня нужно отказаться от покупки, либо нужно еще подкопить денежные средства. Но вы говорите, что у меня есть возможность, получается, BNPL, ты можешь купить сейчас в рассрочку на 6 месяцев. Он считает, он понимает, что это всего лишь там выплата каждый месяц в чуть более 200 сомони, да, 233, наверное, где-то сомонов будет. Ментально он был готов сегодня потратиться на 600 сомони. Он соглашается на покупку кроссовок. Вы дополнительно говорите клиенту, что если ты будешь заниматься фитнесом, может быть, тебе все-таки рассмотреть также приобретение спортивной формы, браслетов, бутылки для воды, ну, то есть какие-то второстепенные вещи, да. Итого
Если он все это купит, чек будет равен 2000 сомони. Опять же, разделить это на 6 месяцев, не так накладно. Даже не выходит тот расход в 600 сомони. Клиент соглашается на покупку. Тем самым вы не потеряли продажу, вы смогли продать и кроссовки, и второстепенные вещи, которые, скорее всего, просто так было бы очень сложно продать. Тем самым, также вы снижаете нагрузку на бюджет клиента. Клиент очень лоялен к вам, он уходит довольным. Скорее всего, он вернется к вам снова. Аналитика и отчетность. Все вот эти вот возможности, то, что дает нам CRM, то, что дает нам безналичные оплаты, то, что дает нам BNPL, все это у нас хранится в каком-то оцифрованном виде. Да? И для этого, скорее всего, нам нужно также иметь некие софты. Чаще всего бухгалтера называют такие программные обеспечения, как 1С, SAP и так далее. Но это очень сложные, очень тяжелые программы, с которыми справится только профессиональный бухгалтер. И мало иметь тут образования в экономической отрасли. Важна практика. Нужен бухгалтер, который умеет юзать эти программы. Но, к счастью, в мире есть очень много хороших аналогов этим программам, которыми может воспользоваться абсолютно любой предприниматель, который очень хорош, возможно, в маркетинге. К сожалению, первое время плохо в финансах, но финансовую часть надо подтягивать, потому что дальше мы не сможем двигаться дальше, если не будем понимать, какие у нас расходы, где у нас вообще доходы и так далее. И платежные сервисы важно интегрировать со своим, получается, софтом, который отвечает за финансы, который отвечает за бухгалтерию. Финансовые технологии делают аналитику доступной в режиме реального времени. То есть вы в режиме реального времени можете в своем интерфейсе поставить фильтрацию, посмотреть, в какие дни, в какие часы, месяцы, кварталы, что и как вы продаете. Исходя из этого, вы можете выявить пиковые часы продаж, популярные товары, непопулярные товары. В будущем вы можете планировать, какого товара вам закупить больше, а какого товара все-таки вам не закупать, потому что он лежит на складах у вас, на полках у вас, и по итогу вам нужно его реализовывать путем внедрения каких-либо программ лояльности. Оптимизация графиков работы и планирования ресурсов, то, что мы говорили, что можно отказаться где-то от части персонала, от кассира. С помощью этого вы можете посмотреть, если, опять же, это клиника и большой поток пациентов у вас в утреннее время, либо вечернее время, то можно немножко смену в дневное время сократить. Не приглашать на работу каких-либо, получается, врачей. Они могут поработать в других клиниках, других заведениях. На ресепшене немножко уменьшить став, тем самым не тратя на них средства. И максимально получить от них отдачу в пиковые часы. Гибкость применения скидок или увеличения запасов, то есть мы понимаем, когда нам нужно применять скидки, кэшбэки, счастливые часы, когда у нас все плохо, у нас простой. Опять же, только аналитика может нам помочь в принятии этого решения. Увеличение запасов, мы понимаем, что декабрь или январь самый такой хорошо продаваемый сезон для нас. Мы понимаем, что в ноябре нам нужно закупиться хорошо, по максимуму, чтобы в декабре очень много продать. Потому что если мы это не сделаем, где-то числом 10 декабря у нас закончится товар, следующий его заезд будет в феврале, а в феврале его никто не покупает. Поэтому аналитические инструменты очень важны. Оперативный анализ рентабельности управления ценами. Тут я хочу такой пример привести. Недавно знакомые запускали автомойку самообслуживания, и они сразу, получается, у них все работает без кассиров, без администраторов, они принимают безнал, они принимают наличку, специальные терминалы стоят, и они установили вместо классических счетчиков на воду и на электричество умные счетчики. Умные счетчики, которые в режиме реального времени передают в специализированную информацию реальный расход воды, реальный расход электричества по каждому определенному заказу.
С этой же системой интегрированы платежные вариации. Прием кэша, прием безнала. И ребята сразу видят, сколько ресурсов они потратили. Там, конечно же, кроме электроэнергии и воды сидят, получаются налоговые коэффициенты, другие разные, получаются, косты, которые у них есть. Они понимают сразу в режиме реального времени, сколько они заработали, сколько они потратили, насколько их бизнес рентабелен. Если сильно рентабелен, то, может быть, немного снизить цены, чтобы привлечь больше аудитории. Если же все очень плохо, то они также оперативно могут изменить цены. Если они видят, что очень большой расход воды у них вдруг, то они оперативно могут проверить, а нет ли никакой протечки у нас, а все ли у нас нормально там в клапанах и так далее. То же самое с электроэнергией. Может быть, возможно, там какой-то стабилизатор перегорел или какой-то насос там на износе, и он генерирует очень большой, получается, поток электроэнергии. Очень удобно и круто придумали ребята. Прям в момент могут решать, что делать, как двигаться с ценовой политикой, что делать, получается, с бизнесом. Ну и подведя итоги, польза от минимального использования финансовых технологий – это понимание потребностей своих клиентов и их удержание. Второе – это повышение конверсии среднего чека. Мы уже кейсы с вами рассматривали. Быстрая адаптация к изменениям рынка. То есть не запоздать, чтобы конкурент ушел вперед. Быстро уметь проанализировать, быстро понять, что нужно здесь и сейчас внедрить и развивать свой бизнес. Ну и, конечно, появление гибкости, доступности и конкурентоспособности. Ну и самое, наверное, главное, надо понимать, что внедрение финтеха в ваш бизнес – это не просто удобство. На данный момент это не просто удобство для клиента. Нужно понимать, что это долгосрочная инвестиция в ваш бизнес. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, сейчас вам будет предоставлена возможность задать вопросы Сиовушу, так как у него огромный опыт в выстраивании бизнес-процессов, в аналитике бизнес-процессов, как он сейчас вам это все презентовал. Поэтому также хочу предупредить, что активных участников будут ожидать призы. Сиовуш их вам лично вручит. Конечно, пожалуйста. Я хочу заниматься бизнесом IT, на сферу IT. Я хотел спросить, какие еще возможности, кроме предоставления софта, какие еще возможности есть? Помимо предоставления софта, вы можете помогать бизнесу в различных интеграционных вопросах. Да? Там очень сейчас востребовано, много различных бизнесов открываются, и им нужно помочь в интеграции, получается, двух систем, с которыми они работают. Да? Помимо этого, уже есть что-то готовое, то есть клиент в целом не нуждается в приобретении какого-то большого софта, но нужен какой-то микросервис, нужен какой-то определенный модуль, который будет перекрывать и решать определенные, получается, задачи клиента. То есть очень важно, чтобы вы умели не только написать софт, который будет работать там сам по себе автономно. Очень важно проявлять гибкость и умение, получается, вот по методике вот OpenAPI давать возможность, чтобы к вашему софту могли подключаться другие решения, чтобы вы разбирались в других решениях и помогали их стыковать между друг другом. Можно еще вопрос? Да, конечно. Помимо, я хотел спросить, каким видом бизнеса вы занимались или хотели бы заниматься? Мы с ребятами занимаемся, мы как-то движем в Алифе финтех, получается, да, но параллельно со своими друзьями занимаемся, это вот один из проектов, это со знакомыми автомойка, самообслуживание, да, ну и больше занимались какими-то оптовыми все-таки поставками, продажами товаров в Таджикистан, но последние, наверное, 2,5-3 года все-таки мы этим не занимались, потому что в Алифе на работе там такая нагрузка, так много дел и работы, что просто физически не хватает времени на занятия, получается, чем-то таким серьезным.
Еще вопрос. Помимо бизнеса IT, какие направления вы считаете, что они самые популярные на сегодняшний день? И какие направления популярны мы можем, помимо IT, какие направления мы еще можем выбрать? Ну, смотрите, на самом деле очень много различных направлений популярно, да, у нас, если смотреть по Таджикистану, да, там все еще, можно сказать, там хромает сфера услуг, да, все еще востребованы там кофейни, все еще востребованы клиники и так далее, но мне все-таки кажется, что вам не стоит отказываться от сегмента IT, вам просто нужно делать некий гибрид, да, IT, который в партнерстве с сервисами, получается, фармакологии, да, может дать доступ к фармакологии и, получается, врачей. Да, вот врачей. Вот вы, например, вот с девушкой ответили на вопросы. То есть сделать некие сервисы, которые дадут возможность онлайн людям записываться на прием к врачам в режиме реального времени, с помощью этого же приложения получать какие-то консультации, рецепты от врачей. Потому что это на самом деле не новая практика, за рубежом это есть, но в Таджикистане этого нету. В Таджикистане очень сложно попасть к квалифицированному врачу. В Таджикистане очень сложно понять, кому вообще записаться на прием, кто может мою решить проблему. И нету никаких сервисов, где бы собирались отзывы, где бы можно конкретному специалисту было проставить баллы и так далее. Да? То есть мой посыл в том, чтобы вы не отказывались от того, что не нужно заниматься IT, а нужно идти там в ритейл, например, или нужно идти, получается, в просто сферу, получается, обслуживания. Нужно найти именно точки соприкосновения IT, или ритейла, или фарм-компании, или сферы обслуживания, да, та же самая там мойка самообслуживания, те же самые АЗС, получается, станция АЗС, они без IT, они без инноваций никуда. Поэтому будущее за инновациями, будущее за big data, будущее за цифровизацией процесса. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от этого. Можно еще вопрос? Конечно. Если бы вам было 18 лет, мне сейчас 18, каким видом бизнеса вы бы занимались? В нынешнее время? В нынешнее время все-таки я, наверное, бы занимался бы IT. Я бы больше занимался, наверное, софтом, который даст ценность не только B2B, не только бизнесу, а чтобы моим софтом, получается, пользовались обычные клиенты. Да? Это могут быть, вот мы недавно с коллегами там на днях обсуждали там сервисы геолокации. Это могут быть сервисы, которые там в режиме реального времени могут показывать трафик на заправочных станциях. Это могут быть сервисы, которые сейчас очень востребованы электромобили, очень много любителей электромобилей, и, к сожалению, все-таки еще мало станций, да. Было бы очень интересно там пользоваться софтом, который может показать на карте, где находится свободная станция, либо сколько в очереди, возможно, подключиться к камерам видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени показать клиенту, куда он может подъехать, где там небольшой трафик, потому что сейчас, в нынешнее наше время, самое там ценное, самое дорогое – это время, да, и если будет какое-то решение, которое сможет помочь конечному клиенту сэкономить это время, это будет очень ценное решение. А как вы думаете, искусственный интеллект не помешает? Нет, конечно. Нет, конечно, искусственный интеллект не помешает. Там, возвращаясь к теме, когда клиент купил кроссовки и продавец ему начал рекомендовать что-то второстепенное, да, то же самое можно делать в онлайне. То есть, если у вас клиент купил определенный софт, да, искусственный интеллект должен подбирать под него нужный модуль, нужное решение, которое дополнит этот софт. Либо на простом, если клиент купил конкретно iPhone, то этому клиенту искусственный интеллект должен рекомендовать рассмотреть Apple Watch, AirPods, какие-то чехлы с MagSafe и так далее. То есть очень сложно, когда у тебя большая аудитория клиентов, все это делать живому человеку. А искусственный интеллект, он все это упрощает, и он может генерировать дополнительные продажи в вашем бизнесе. Спасибо большое. Спасибо вам. Азиджон. Спасибо большое. Очень интересные были вопросы. Здравствуйте, спасибо, что дали выговориться. У меня два вопроса. Во-первых,
каково влияние давления налоговой системы на IT-компании. И во-вторых, я прочитал в налоговом кодексе, что для IT-компаний есть налоговые льготы, но там я вообще не нашел какие конкретные цифры. И я хочу услышать, во-первых, какой налог в процентах, конкретные цифры, и во-вторых, какова льгота в конкретных цифрах. Спасибо большое за вопрос. Я, к сожалению, точно не могу назвать, какой налог, но я могу направить, в каком плане. В Таджикистане уже сейчас официально подтвердилось открытие IT-парка. Вы можете подать заявление на вступление в IT-парк в качестве налогового как раз резидента. И если вы будете участником, получается, если вы будете резидентом IT-парка, вы можете получить там льготы вплоть до 0% на определенный, конечно, период времени. К сожалению, я не смогу точно ответить на этот вопрос, но я думаю, коллеги как раз на сессии IT, которые прям погружены в этот вопрос, которые там, наверное, день и ночь жаждут открытия именно IT-парка, смогут точно ответить. Единственное, чем могу вот тут вот помочь, то, что IT-парк есть, надо в него попасть и получить максимальные льготы от этого. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие участники, у нас остается меньше времени. Севуш очень много и емко информацию нам предоставил. Кто-то еще желал вопрос задать? Буквально пару человек еще, да, пожалуйста. Вот мы тут столько говорили о платежных системах. Я хотела спросить, какие требования необходимо учитывать по безопасности при подключении платежных систем? Да, спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь, в выборе партнеров, там, какое платежное решение вам будет применено именно в вашем бизнесе, надо там иметь строгие какие-то критерии по отбору, да, этого партнера. Нужно в первую очередь там поискать в сети интернет, все ли в порядке с IT, получается, безопасностью в этой компании, есть ли какие-либо у них международные сертификаты, проходят ли они своевременно этот аудит, нет ли некого там, получается, риска слива информации, нет риска того, что какой-либо платеж может быть, получается, перехваченный, данные клиента могут быть переданы третьим лицам, да? Ну вот, наверное, вот такие вот основные критерии. И самое главное, чтобы ваш партнер, который предоставляет такой сервис, он был всегда гибким в плане обучения, в плане, если что-то идет не так, он оперативно мог вам помочь, направить, решить вашу проблему. То есть, если вы работаете с какими-либо платежными решениями, скорее всего, вы не специалист в этой области, вам очень будет нужна поддержка профессионалов этой отрасли, и саппорт своевременный, оперативный, он очень важен. То есть, если саппорта нету, либо вы видите, что дело пошло, есть проблемы, вас не саппортят, вам лучше пересмотреть, получается, своего потенциального партнера в этом решении. Я думаю, что все, да? Еще есть какой-то вопрос? Давайте сейчас по очереди, пожалуйста. Сейчас парню передам. Постараемся, да, чуть немного форсировать вопросы и ответы. Спасибо большое. У меня вопрос касательно стартапа. Хотел бы узнать, вот лично вы по своему опыту, какие советы могли бы дать ребятам, которые у которых есть идея создать стартап? Спасибо. Ну, в первую очередь, наверное, стоит определиться. Конечно, огонь в глазах, мотивация – это круто, но стоит понимать, чем ты хочешь заниматься. То есть, если у тебя нет знаний в какой-либо отрасли, ты хочешь с нуля что-то сделать, есть большая вероятность, что ты можешь потерпеть крах. Советы. Многие, наверное, там на многих выступлениях дадут советы, что никогда не спать, только читать и так далее. Мой совет, наверное, такой, что больше профильной, где-то по профильной тематике литературу использовать, пытаться, получается, встретиться, познакомиться с игроками, которые в той же самой отрасли работают, ведут свою деятельность. Ну, а из хитрых ходов, там, замечали и такое, некоторые там молодые ребята, там, перед тем, как открыть, получается, там, тот же самый кафе, тот же самый там ресторан, либо просто заниматься мобильным бизнесом, видели такое, они устраиваются на работу в эту компанию, чтобы понять изнутри, какие есть боли, какие есть болячки, какие есть плюсы, на что следует обращать внимание. То есть хорошая практика, знание своего продукта, это очень важно, и базовые понятия в
базовые понятия при открытии стартапа, они очень важны. Если будет какая-то база, какой-то фундамент, вы можете начинать свое дело, а в будущем эти проблемы, ошибки, что-то новое, неизведанное, она будет появляться всегда, даже если вашему бизнесу будет 50 лет. Дальше просто стоит не бояться, не лениться и двигаться дальше. Спасибо, Севуш. Спасибо. Что последний вопрос? Мне интересно узнать, как Альф-банк, как халяльный банк относится к криптовалюте и есть ли планы развиваться в этом направлении? Спасибо за вопрос. Криптовалюта, на самом деле, среди криптовалют я глубоко сам не уходил, но коллеги рассматривали, они находили вариации, когда криптовалюту можно использовать даже в рассрочках на получение, получается, там была такая механика. Банк дает вам криптовалюту на поступление в университет. Вы криптовалютой платите поступление в университет, и потом криптовалютой должны будете вернуть средства. Но это работало не в рамках Альф-банка в Таджикистане, это работало в рамках Alif Capital Holding, и больше хотелось имплементировать это на территории, получается, там европейских других стран. Сам банк на данный момент не относится к криптовалюте ни положительно, ни негативно, потому что все-таки сейчас нормативно-правовыми актами как-то не определено вообще понятие криптовалюты в республике. Непонятно там, как ее использовать, как ее применять. Но, конечно же, там многие из нас понимают, что за криптовалютой все-таки будущее есть. И за биткоином, и за некоторыми альткоинами. Порой происходит так, что и мемкоины выстреливают. Поэтому на данный момент у позиции компании в Таджикистане там какой-то там 100% позиции по криптовалюте нету. Спасибо вам. Севуш, большое спасибо. Вы предоставили очень полные, развернутые ответы. Я напомню, что были обещаны подарки 3 самым активным участникам, кто задал вопросы. Напомню, воспользуюсь возможностью, напомню, что вот молодой человек был очень активный. Да. Не упустить бы его, из виду. Так, что мы... Один из призов дарим ему? Давайте подберем. Угу. Так. Наверное, вот это вот все-таки. Да? Отлично, отлично. Держите ваш приз. Вы заслужили. Я думаю, все согласны. Нужно будет еще выбрать. Я думаю, девушки, она вот с самого начала была активна, она даже не постеснялась поделиться, получается, планами на будущее. Согласен. Это очень смело. Так, вот этот вот. Хорошо. Можете, все уже сами подарить. И нужно будет 3-го победителя выбрать. И 3-й победитель, вот молодой человек, получается, в красной или бордовой, получается. Вот, да? Да. Там про налоги, вопрос был? Да. Вам спасибо за вопрос. Дорогие участники, напомню вам, что, возможно, уже догадались, смекнули. Это QR-код, который поможет вам перейти на опросник, быстренько его заполнить и, возможно, найти работу своей мечты. Поэтому воспользуйтесь им, посмотрите, это относится к тем, кто ищет работу. Севуш, большое вам спасибо. Было очень познавательно, очень понятно, доступно. Мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо за шанс выступить. Спасибо еще раз организаторам. Спасибо всем вам.